С приходом осени цены на бензин взлетели еще раз. Ценники на заправках пугают своим удорожанием, и остановить их некому. От отчаяния водители уже не знают, что делать, ведь цены превзошли все разумные пределы. В чем причина такого полета, попытались выяснить и наши корреспонденты. На сегодня количество автотранспорта ничуть не меньше, если не больше. Но и цены на бензин поспевают за ними с лихвой и доводят автолюбителей до шокового состояния. Только за последние 2 дня цены взлетели так, что впору сойти с ума, сетуют люди. Берем по 175 тенге. Это очень дорого. Для простого народа просто неподъемно. Мы не можем так ездить серьезно. Проблемы с бензином. Очень тяжело. Езжу в крайнем случае, и то сильно бьет по карману. Просто так не поедешь уже никуда. Все подорожало для народа. Это тяжко очень. И бензин дорогой, и газ тоже. Все подорожало. Было недавно бензин 174, а уже 178 тенге. Куда это годится? Даже 179 уже. За 1-2 дня цены поднялись неимоверно. Действительно, цены на бензин в регионе поднялись сильно. Сейчас на заправках за литр АЕ-92 надо выложить все 179 тенге. АЕ-95 – 195 тенге. Дизель и вовсе вырос до 265 тенге. За последние 2 дня ГСМ подорожал на 5 тенге. В чем причина такого взлета? Причина в том, что с 2015 года контроля за нефтепродуктами нет. Цены регулируются по рыночным законам. А что будет к концу года? До какой рекордной отметки они могут дойти? Цены на бензин и дизель регулируются, исходя от спроса и предложения. То есть рынок все сам регулирует. Согласно информации с министерства, сегодня по стране наблюдается дефицит ГСМ. Причина в том, что идет плановый ремонт Павлодарского МПЗ. Во-вторых, наблюдается резкий рост потребителей. После того, как ответственные специалисты уверили нас, что в городе нет дефицита ГСМ, мы отправились на заправки областного центра. АИ-98 у нас нет, АИ-80 тоже нет. Если верить официальным данным, то по области функционирует 264 заправки, 39 нефтебаз. Дизельного топлива в них в наличии 4476 тонн. Бензина марки АИ-92 – 3671 тонна. Этого хватит на 13 дней. А вот АИ-95 – 1121 тонна. Этого потребителям будет достаточно на 10-15 дней. Кулиш Умурзакова, Ернар Сатыбалда, 77 Ньюс.